70 контактировавших изолировали в Вилюйском Улусе. Анализы направлены в Якутск. Подвижки льда начались ниже по течению реки, ледоход на Лени, уровни воды. Планы главы государства на День Победы. 9 мая президент возложит цветы к вечному огню. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Число заболевших коронавирусом в мире превысило 3 миллиона 400 человек. В общей сложности количество жертв COVID-19 увеличилось до 239 602. За все время эпидемии выздоровело более 1 миллиона пациентов. Лидером в мире по числу заразившихся остаются Соединенные Штаты. На них приходится почти треть всех инфицированных. Между тем, американские ученые тестируют 14 потенциальных вакцин против коронавируса. Частицы, имитирующие вирус, ученые сконструировали из вируса табачной мозаики и белков патогена. Уточняется, что данные вакцины были выбраны из 93 образцов несколько недель назад. В ближайшие 2 недели оставшиеся вакцины пройдут дополнительное тестирование, и в администрации ожидают, что половина из них пройдет в следующий раунд клинических испытаний. После положительного результата теста на коронавирус у одного из членов команды весь экипаж помещен в карантин на борту круизного лайнера Mein Schiff 3. Он стоит на якоре в порту Кунсткафен на севере Германии. Последний пассажир покинул судно в конце марта, рассказывает Сергей Берец. Туристическая фирма «Туи» сообщила, что команда принадлежащего ей круизного лайнера Mein Schiff 3 помещена в карантин на борту. Судно стоит в порту Куксхафен. Решение изолировать 2899 человек было принято после того, как тесты на коронавирус, взятые у одного из членов экипажа, дали положительный результат. Поводом к тестированию стало обнаружение умеренных симптомов, напоминающих гриппозные, у 15 человек. Им предписано не покидать каюты. Работников, сошедших на берег после 28 апреля, проинформировали о ситуации на судне. Им рекомендовали соблюдать домашний режим самоизоляции. На лайнер Mein Schiff были также переведены моряки и члены обслуживающего персонала с других судов. Ни у кого из них признаки COVID-19 не обнаружены. Последние пассажиры покинули борт 23 марта. Персонал не смог вернуться по домам, поскольку порты ввели запрет на высадку. Полицейский патруль обнаружил почти 2 десятка рабочих мигрантов в барабане автомобиля бетоносмесителя. Они пытались добраться домой в условиях ограничений, введенных из-за коронавируса. Их поместили в карантин для проведения тестов. Подробности далее. 18 рабочих мигрантов обнаружил в барабане бетономешалки наряд дорожной полиции на трассе в окрестностях города Индаур. Таким образом, они пытались добраться из штата Махараштра на западе Индии в Лакхнау на севере. О происшествии рассказал заместитель суперинтенданта Умакат Чоудхри. Их перевозили весьма неудобным способом. Мы направили людей в соответствующее учреждение, а транспортное средство на стоянку при полицейском участке. Пассажиров бетономешалки поместили в карантин, где им будут сделаны тесты. В Индии введены жесткие ограничительные меры, чтобы помешать распространению коронавируса. В том числе практически прервано пассажирское сообщение. Численность трудовых мигрантов достигает 100 миллионов человек. Власти опасаются, что многие из них могут стать разносчиками инфекции. Вдали от мест постоянного жительства оказались также многочисленные паломники, туристы и студенты. Для того, чтобы развести их всех по домам, запущены специальные поезда. Отправление и прибытие происходит под надзором полиции. За прошедшие сутки в России выявлено 9623 случая COVID-19 в 83 регионах страны. Как сообщает оперативный штаб, среди вновь выявленных случаев 46% или 4488 зараженных без клинических проявлений. Россия вышла на 7-е место в мире по числу зараженных коронавирусом. В тройку лидеров по случаям заражения COVID-19 входят Италия, Испания и США.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что в будущем иммуноглобулины будут использоваться для профилактики новой коронавирусной инфекции. У нас был период, когда мы вводили иммуноглобулины для профилактики вирусного гепатита и был иммуноглобулин противокоревой. И целый ряд других инфекций мы лечим, профилактируем иммуноглобулином. В сегодняшней ситуации сыворотка и плазма используются для пациентов. Вот сегодня пока других назначений нет, может быть они будут, но пока нет, сказала она в интервью на телеканале «Россия-24». В МЧС советуют промывать нос, горло и глаза после возвращения с улицы. Кроме того, дома нужно регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку. После возвращения с улицы необходимо вымыть руки с мылом под теплой водой в течение 20 секунд, промыть нос и горло, умыть лицо и глаза, говорится в рекомендациях. Также специалисты рекомендуют вымыть обувь и поменять одежду, а использованные средства индивидуальной защиты утилизировать. 80 человек, контактировавших с заболевшими COVID-19, изолировали в Вилюйском улусе. На территории Вилюйского улуса ранее были зафиксированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией. Первый выявили в селе Кюндя, семейный очаг, второй в поселке Хампа. Был установлен круг контактных лиц, все они изолированы в домах и обсерватории, передает ЕСИА. В обсерватории города Вилюйска находится 34 контактных лица, на самоизоляции в Хампе 46. У всех взяты анализы 1 мая и направлены в Якутск на лабораторные исследования. Из больницы Алдана выпишут 2 выздоровевших от коронавирусной инфекции. Также сняты с наблюдения 320 человек, которые находились в режиме самоизоляции. Об этом сообщил глава Алданского района Северин Поздняков во время прямого эфира в Инстаграм. На сегодняшний день на самоизоляции находится 46 человек в Алдане, в медколледже 20, в техникуме 31, в Нижнем Куранахе 6. 33 проходят лечение, плюс у одного ожидается подтверждение анализа, сообщил Северин Поздняков. Продолжается обработка многоквартирных домов. Ледоход на Лени у города Ленска начался на 12 суток раньше средних многолетних сроков. Подвижки льда начались ниже по течению реки. Возле Ленска уровень воды 996 сантиметров, это плюс 24 сантиметра за 4 часа. При критическом 1410 сантиметров. Наблюдается густой ледоход. Нижняя Кромка в районе села Батамай, уровень воды ниже нуля наблюдений, густой ледоход. Верхняя Кромка находится в районе села Хамра Ленского района, уровень воды ниже нуля. Редкий ледоход. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» о планах главы государства на День Победы. Песков заявил о максимально высоком уровне охраны здоровья Путина. Мы ожидаем, что 9 мая президент возложит цветы к вечному огню и именно оттуда обратится ко всем россиянам, заявил Песков. Глава Якутии призвал жителей республики принять участие в общероссийской акции «Бессмертный полк», которая пройдет в онлайн-формате. Акция начнется 9 мая в 11 часов по местному времени. Ее будут транслировать канал НВК «Саха» и портал «Бессмертного полка России». Сейчас создается единая база данных, в которой сформируется видеоряд из фотографий участников Великой Отечественной войны и их родственников с символикой акции. Якутяне могут заполнить соответствующую форму на сайте «Бессмертного полка России», а также через мини-сервисы в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Ветераны, дочери и сыновья. Государственные средства массовой информации КНДР опубликовали, как утверждается, свежие видеокадры и фотографии лидера страны Ким Чен Ына. Он 3 недели не появлялся на публике. Это обстоятельство вызвало сомнения в том, жив ли он. Появились также предположения о кандидатуре возможного преемника, точнее преемницы, сестры вождя. Обращает на себя невысокое качество видео и отсутствие звука. Человек, как 2 капли воды, похожий на лидера Северной Кореи Ким Чен Ына,
1 мая принял участие в церемонии открытия завода фосфорных удобрений в городе Сунчхон к северу от Пхеньяна. Сначала появились фотографии, запечатлевшие присутствие вождя на этом мероприятии, а затем и видеорепортаж. Проверить достоверность и установить точные даты съемки не представляется возможным. Сам он приехал на завод без маски, лица охранников и некоторых членов свиты были закрыты защитными повязками. В числе прочих руководителя партии и государства сопровождала его младшая сестра Ким Йо Джон. Гостей с энтузиазмом приветствовали сотрудники предприятия. Ким исчез из общественного пространства 20 дней назад. Это дало пищу для спекуляций не просто о состоянии его здоровья, но и о самом пребывании среди живых. В предыдущий раз его можно было увидеть в телерепортаже о заседании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи 11 апреля. Тогда он обсуждал с соратниками и проблему борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Вскоре после партийного форума в южнокорейских и американских изданиях появились публикации о возможной болезни Кима. Речь в основном шла об операции шунтирования и последующей реабилитации на загородной вилле. Рядом с ней спутники зафиксировали на снимках из космоса бронепоезд вождя. Его продолжительное отсутствие породило спекуляции о преемственности власти в Северной Корее. Наиболее вероятной кандидатурой на высшие позиции в стране аналитики называли младшую сестру. 11 апреля она стала полноправным членом Политбюро. Ким Чен Ын осмотрел оборудование завода и познакомился с производственным процессом, а также дал указания как местным, так и приехавшим с ним товарищам. По терминологии официальных средств массовой информации КНДР это называется руководством на месте. Не переключайтесь, еще больше информации на наших сайтах.